Уважаемые сограждане, как министр иностранных дел Республики Абхазия считаю своим долгом доложить вам о ходе переговоров с российской стороной по теме соглашения о государственной даче Пицунда. Мы видим, насколько эта тема искренне волнует наших граждан, всех нас. Часть общества выступает против соглашения, часть поддерживает. В этом смысле необходима дополнительная информация. По дипломатическим каналам мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации по волнующим нас вопросам. В ответ нам было сообщено, что третьим лицам объект Пицунда передаваться не может и не будет. Это не предусмотрено соглашением. В соответствии с соглашением, статья 6, объект используется исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране. Это ключевая, единственная цель соглашения. Мы запросили и ожидаем на эту тему официально ноту Министерства иностранных дел России. Обращаю также внимание на то, что соглашение 1995 года, статья 4, позволяла российской стороне самостоятельно передавать в аренду третьим лицам государственные объекты. Теперь по новому соглашению этого делать нельзя. Какие лица в России по закону подлежат государственной охране и, следовательно, смогут посещать госдачу? В соответствии со статьями 7 и 8 Федерального закона о государственной охране, номер 57 ФЗ от 1996 года, государственная охрана полагается президенту России, председателю правительства, председателям Совета Федерации и Государственной Думы, председателям Конституционного суда и Верховного суда, генеральному прокурору, председателю Следственного комитета России. Сегодня мы видим беспрецедентный уровень политизации темы госдачи. Все мы любим нашу страну и переживаем за будущее Абхазии, и любовь свою к родине должны доказывать делами и результатами. Но мы видим, что сегодня естественные переживания по теме госдачи Пицунда подхватываются и искусственно нагнетаются извне. По нашей информации, не последнюю роль в этом играют международные неправительственные организации и международные организации, и стоящее за ними грузинское правительство. Обратите внимание на экран. ვისაუბროთ და ერთ-ერთი ბერკეტი არის სახალხო დიპლომატიის მიდგომა, გამომდინარე იქიდან რომ ერთმანეთთან ისაც მოხდა გასაგებია და ამას სხვა დონეზე გადაცნდება კონფლიქტი. ჩვენ ახლა არ ვართ, არ გვაგვაშნია ესეთი ბერკეტი რომ არ ვიცი რაღაც ძალიან. Такую пропаганду ведут на грузинском телевидении, выдавая искренние переживания нашей молодежи за антироссийские настроения и за результаты своей работы. Хотел бы перевести то, что сказал общественный деятель. У нашей молодежной организации, которая называется «Амра», социальный подход в решении вопроса взаимодействия с абхазской молодежью. Имеется в виду использование площадок социальных сетей – Фейсбука, ТикТока, Инстаграма – для обмена мнениями. Я считаю, что нам необходимо общаться и делиться мыслями о происходящих событиях. Кроме того, хотел дополнить, что в Грузии недавно прошла акция против соглашения. Молодежь Грузии участвовала в этом мероприятии. Обратите внимание на кадры. Грузинское правительство через международные НПО пытается вмешиваться в наши внутренние дела. Их общая цель понятна. Они делают все, чтобы испортить наши межгосударственные абхазо-российские отношения, довести до предела антироссийские настроения в нашей стране для последующей смены внешнеполитического курса. Но у них это не получится. Наш народ с благодарностью и уважением относится к России, к руководству России, учитывая огромную поддержку, которая все эти годы оказывается нам. Я долгое время работал в администрации президента Российской Федерации Владимира Путина. И мне трудно представить, что глава российского государства может предложить или согласиться с чем-либо, что ущемляет наш государственный суверенитет или оскорбляет наше национальное самосознание. Вместе с тем, сегодня в Грузии подают голос те, кто считает, что такое соглашение Абхазии не нужно. Кто в их числе? Это, к примеру, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, который неукоснительно выполняет инструкции Госдепа и ЦРУ США. Это предатель по фамилии Буава, который по заданию грузинской спецслужбы регулярно проводит информационные провокации против Абхазии. Ну что, я был прав. Абхазию начали дербанить по частям. Сначала это была госдача Пицунда, 180 гектаров земли, а теперь село Айбга.
255 гектаров земли. 255. Для тех, кто еще не знает, есть такой проект «Федеральная территория Сириус». Документ 1 июня 2022 года. В этот проект вошло 13 населенных пунктов Сочи, Краснодарского края. Так вот, по цифре 13 находится село Айбга. Село Айбга расположено на территории Абхазии, Гагринский район. И если на сегодняшний день суммировать госдачу Пицунду и село Айбга, то получается 482 гектара ушло в пользу Краснодарского края. И вы мне будете говорить, что Абхазию никто не продает по частям? Началось уже. Пора глаза открывать. Народу Абхазии пора открывать глаза. Сегодня нам раздают советы грузинские политики, которые передали сотни гектар своей земли американцам под преступные замыслы, а именно строительство сети военных биолабораторий. К примеру, открытая на финансирование США в пригороде Тбилиси лаборатория имени Ричарда Лугара занимается разработкой биологического оружия. Мы об этом хорошо знаем. Грузинское правительство вряд ли может претендовать на то, чтобы давать нам какие-либо советы. Что касается международных организаций и международных НПО, работающих на территории Республики Абхазия, их на сегодняшний день 11. Значительная часть их деятельности нацелена на сбор разведывательных данных, содействие реализации так называемой грузинской программы вовлечения без признания. Ее главная цель – это мягкая интеграция абхазского общества в грузинское через оказание гуманитарной помощи, проведение конференций, образовательных тренингов, активной работы с молодежью. Хочу особо подчеркнуть, что ни одна из этих организаций, работая здесь у нас в Абхазии, не признает государственный суверенитет Абхазии, международную правосубъектность. Значит, они не признают страдания и победы нашего народа, занимаются здесь у нас манипуляциями и не признают нашу государственность. Но мы им покажем, что такое абхазское государство. За последнее время мы фиксируем рост активности международных организаций и международных НПО. Это связано с темой госдачи Пицунда и с рядом других тем. К примеру, МИД Республики Абхазия, по информации, предоставленной СГБ Абхазии, проводила анализ проекта организации ФАО. Проект реализовывался в Гудаутском районе, в селе Приморское и имел целью развитие абхазских сортов винограда. Однако мы обратили внимание на то, что территория, выбранная для реализации этого проекта, находится в непосредственной близости от места дислокации российской объединенной военной базы, техническая позиция ПВО. Кроме того, руководитель данного проекта, гражданка Франции Тифен Лукас, работала в Министерстве обороны Франции, также занимала должность военного атташе Франции в Тбилиси. По нашей информации, гражданке Лукас была поставлена задача заниматься сбором разведданных на территории Республики Абхазия. Такие действия мы рассматриваем как прямую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. В связи с этим приняты следующие решения. Запретить реализацию этого проекта вблизи российской объединенной военной базы, которая гарантирует нашу безопасность. Гражданку Лукас мы объявляем персоной нон-грата, нежелательным лицом в Абхазии. По поступившей информации, она уже покинула нашу территорию. Также хотел бы проинформировать, что представители западных НПО организовали размещение на территории Абхазии специальных электронных датчиков, которые якобы должны были заниматься сбором информации о природных, климатических, топографических параметрах в нашей стране, а на поверку они использовались для сбора разведданных и радиоразведки. Аналогичные датчики были установлены в Нагорном Карабахе перед началом последней фазы вооруженного конфликта. Уважаемые сограждане, учитывая вышеизложенное, полностью поддерживаем идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности неправительственных организаций на территории Республики Абхазия. Какие его главные задачи? Обеспечить прозрачность их деятельности, прозрачность источников финансирования, невмешательство во внутренние дела нашей страны. Уважаемые сограждане, сегодня система международных отношений испытывает серьезное напряжение. Мы все находимся на исторической развилке. В самое ближайшее время предстоит определить, каким будет наше общее будущее. Страны Запада и институты глобального управления поддержали украинских бандитов и неонацистов, делают все, чтобы навредить нашему союзнику Российской Федерации. Для них полезно все,
что вредит России, и вредно все, что полезно для России и ее союзников. Уверен в том, что народные избранники смогут объективно рассмотреть соглашение по госдаче. Разумеется, опираясь на широкие общественные консультации. Нужно честно, открыто посоветоваться с народом, поговорить с избирателями, со старшими людьми. Как говорят у нас в народе, «Ацла дацла и голуб, а вою ваала». Дерево стоит корнями, а человек стоит народом. Уважаемые друзья, в такие ответственные моменты мы, наш народ, обращаемся к наследию основателя современного абхазского государства, первого президента республики Владислава Ардзинба. «Свобода Апсны – смысл всей моей жизни», — говорил он. В 21 веке нас ждут серьезные испытания. Сохранить нашу свободу можно только проявляя несгибаемую волю, несмотря на сложные ситуации, и сохраняя добрые братские отношения с Россией. Наши старшие стояли насмерть за свободу Абхазии, и мы, как молодое поколение, обязаны обеспечить эту преемственность. Благодарю за внимание.